Азнакай политехника техникумы профессионалитет федераль проекты кысаларында киң колачлы ачык ишекләр көнен үткәрде. Чарада район мәктәпләре укучылары, ата-аналар, оешма предприятие җитәкчеләре һәм вәкилләре, иҗтимагый совет әгъзалары катнашты. Төрле һөнәр киемнәрендә техникум студентлары ялкынлы бию белән залда утыручыларны рухландырдылар, биредә укуның абруен күрсәттеләр. Район оешма предприятие җитәкчеләре чыгыш ясадылар, эш шартлары хакында сөйләделәр. Эретеп ябыштыру, автомобильләр буенча хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау, пешекчелек һәм кондитерлык, малярлык эшләреннән техникум педагоглары мастер-класслар үткәрделәр, булачак абитуриентларның һәм әти-әниләрнең сорауларына җавап бирделәр. Соңыннан район оешма предприятиеләренә экскурсияләр дә оештырылды. Безнең Азнакай политехника техникумы үзебезнең укучыларыбыз өчен ачык ишекләр көнен гадәттәгечә үткәрә. Ни өчен кирәк? Ни өчен нәкъ менә безнең Азнакай политехника техникумы сайланылды? Чөнки ул бүгенге көндә хезмәт базары таләп иткән белгечләрне әзерли. Бүгенге көндә безнең хезмәт базары авыл хуҗалыгы өлкәсендәге белгечләрне сорый. Ул көннәр ветеринарлар, агрономнар, трактористлар, дояркалар, поварлар, кондитерлар, парикмахерлар, сатучылар, сварщиклар. Без ел дәвамында Азнакай политехника техникумы белән бик тыгыз элемтәдә профессиональ юнәлештә чаралар үткәрәбез. Студентлар белән, үзебезнең укучылар белән, укучыларның әти-әниләре белән, мәктәпләр белән бик тыгыз элемтәдә эш алып барабыз. Среди работодателей растет потребность молодых профессионалов. В выпускниках система среднего профессионального образования. Одним из главных федеральных проектов, направленных на модернизацию материально-технической базы и содержания образовательных программ учреждения СПО, является проект «Профессионалитет», который стартовал по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации в 2022 году. Преимущество нового проекта заключается в возможности получения актуальной рабочей профессии в короткий срок. Обучение современных мастерских на высокотехнологичном оборудовании, в тесной связи с работодателем, отлаженная система дуального образования, трудоустройство студентов с первого курса. Сейчас у нас в республике уже действует 7 кластеров в рамках этого проекта в таких важных отраслях, как машиностроение, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, туризм и сфера услуг. В 2024 году мы запустили еще 7 кластеров по новым направлениям, таким как искусство, креативная индустрия, химическая отрасль и металлургия. Проект «Профессионалитет» — это флагман развития системы среднего профессионального образования. Он позволяет адресно готовить кадры и гарантирует максимальный уровень трудоустройства выпускников. Влияние родителей на выбор профессии ребенка всегда значительное. Находясь в ситуации выбора, он часто испытывает растерянность и нуждается в поддержке взрослых. Для него очень важно, что по трудному пути этого определения он идет не один, что рядом находится взрослый, родной человек, который поддержит и поможет в любой ситуации. Я благодарю вас за то, что вы пришли на это важное родительское собрание. В рамках классных часов, мастер-классов, экскурсий на предприятия партнера наши образовательные учреждения покажут все возможности, которые дают вашим детям участие в проекте «Профессионалитет». Удачи всем нам в этом благородном и важном деле. Шыннан да бүгінгі күнде енді өзіміздің техникумымызда
онға яқын түр профессия, факультет бар. Һәм инде бүгенге көндә 400-ге яқын бала укый. Аны инде Равилтович үзе дә әйтеп китер. Һәм инде менә әйткәнебезчә инде үзебезнең уку йортында, техникумыбызда бүгенге көндә общежитиеда бар, бүтән уңайлыклар бар дип әйтергә кирәк. Бүтән оборудованиелар, нинди мотор ремонт ясатылган үзебезнең техникумыбызга. Вас приветствовать на территории нашего техникума. И сегодня вкратце я постараюсь проинформировать о деятельности нашего техникума, о будущих наших планах и о перспективах нашей молодежи, которая придет к нам учиться, и мы совместно, вместе с работодателями, вместе с родителями, вместе с нашими обучающимися построим траекторию обучения, которая очень важна сегодня. Ведь сегодня новизна, цифровизация, информация быстротечна, и поэтому нам необходимо уже сегодня продумать о нашем будущем. Пару слов сказали уже о нашем учреждении. Действительно, мы еще молодое учреждение, хотя и образовались на базе тех же профессиональных образовательных организаций, которые существовали в нашем районе. И, хочется сказать, и традиции, педколлектив у нас молодой, но имеющий определенную, так скажем, историю. На сегодняшний день в нашем учреждении обучаются около 400 обучающихся по дневным образовательным программам, по основным образовательным программам, а также около 150 обучающихся по краткосрочным программам. Работают у нас 45 инженерно-педагогических работников, прекрасный педагогический коллектив, а также рабочий персонал. У нас компания хорошая. Педагоги молодые, обновляется педагогический коллектив, но мы храним традиции, сохраняем связь с нашими ветеранами и приумножаем образование. Придя к тем профессиям, которые мы реализуем, программам, вы видите на слайдах, это техническое направление. Однозначно первое техническое направление сегодня очень перспективно на рынке труда. Мы обучаем по профессии, по специальности эксплуатации ремонтной хозяйства, техники и оборудования. Это наши будущие техники, механики, механизаторы, управленцы в сфере аграрного направления. Мастера сельскохозяйственного производства – это те рабочие кадры, которые должны работать на полях, которые должны работать на инновационной новой технике, которая есть у нас сейчас у наших производителей, инвесторов. Мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей. Без транспорта мы все прекрасно знаем, невозможно представить нашу автоматическая. Все виды сварки, которые присутствуют в нашем городе, в нашем районе, по Татарстану, по России, вот то, что востребовано, то мы и изучаем. Есть много видов сварки. Рабочий человек, слабая механика, металлическая Лазилка где? Подожди. Здесь она тихонечко, она льет, она стирает, подсохнет, потом мы с тобой так будем расклаживаться. Подсохнет пока. Более ровно сделаешь, чтобы все с него видно.
В вечернее время, вот обычно в сентябре, как на вот в те года мы всегда начинали. Неделю. То есть, например, неделю у нас мы здесь. Неделю только. Да, здесь. То есть мы их не отвлекаем, 5 часов мы здесь. Выдают. Ничего дети не покупают. Это все абсолютно. Мы просто все в холодильнике освободим. Все, что мы попросим, все привозим. То есть нет такого, что кто-то что-то. Сейчас, раньше, если мы работали, например, на курсе и говядине, да, сейчас уже ФГО сменяется. Сейчас уже просим морепродукты обязательно, дети должны быть ознакомлены. У нас, вот, у меня вот в своей группе, например, если 21 студентов, из них 9 мальчиков. То есть сейчас мальчиков даже больше. Если раньше было 1-2, да, у меня вот было специальности, технологии и продукции общественного питания.